Кристина исәнмесез, үзең белән таныштырып китәле. Здравствуйте, меня зовут Майсурадзе Кристина. С 2018 года я работаю директором Узярского сельского дома культуры. Я многодетная мама. Ну, собственно говоря, все мои такие заслуги – это материнство и моя работа. Кристина, менә син бит инде берничә ел рәттән грант конкурсларында катнашып, әйбәт кенә нәтиҗәләргә ирештең. Менә шушы грант проектлары белән ничек катнаша башладың? Ничек кирип киттең шушы проектлар буенча конкурсларга? Ну, скажем так, грант – это очень большая и хорошая материальная поддержка вашим идеям. В 2019 году я первый раз попробовала отослать свою заявку в РИТЭК и стала победителем своим проектом. Потом в декабре месяце я думаю, почему бы и нет, почему бы не попробовать снова. Я стала победителем территории возможностей в Татарстане. Проходил такой грант. В этом году, получается, еще раз я решила попробовать свои силы и приняла участие в грантовом конкурсе республиканском от Министерства молодежи для физических лиц, где также со своим проектом я стала победителем. С чего все началось? Ну, я говорю, просто когда есть идея, иногда этого очень мало, и хочется, чтобы не только ты горел своей идеей, а еще люди видели о тебе, о твоем проекте, как идет работа. Ну и плюс, конечно, материальная поддержка во всем этом. Менә грант оттым дисең, Кристина, именно ул проект буенча син нәрсәләр эшләргә җыенасың? Ну, в этом году от Министерства молодежи, который грант был для физических лиц, я посылала грант «Аврора. Паруса надежды». Что такое «Аврора. Паруса надежды»? Это театр. Раньше это был театр, а сейчас это большая разновидность всех художественных направлений. Это и вокал, и хореография, и театр, и художественное слово для детей из неблагополучных и необеспеченных семей. Этот грант появился еще в 2018 году, когда я стала общественным воспитателем ребенка из СОП. И так получилось, что при разговоре с ребенком выяснилось, что очень мало люди обращают внимание на таких детей. И я стараюсь бороться с таким мнением, что если ребенок из неблагополучной семьи, значит, из него ничего не может получиться. И вот знаете, эти вот слова, которые вот еще в 2018 году мне сказал этот ребенок, он сказал: я просто хочу, чтобы в меня кто-то верил. И я решила, почему бы не поверить в таких детей, почему бы не собрать со всего района этих деток. Есть не только дети, которые стоят в СОП, но есть, или которые не из благополучных семей, а есть, которые находятся в зоне риска. А в зоне риска сейчас находится большинство семей, особенно в деревнях. Вот. И еще хотелось бы сказать, многие думают, что вот Кристина собрала всех детей из неблагополучных семей и вот из них что-то делает. Нет, у меня цель объединить детей из таких семей, из обычных семей, как бы, чтобы они сосуществовали, учились сосуществовать, они понимали, что они друг с другом могут идти и добиваться каких-то целей. Вот так появился мой проект «Аврора. Паруса надежды». Менә шушы проектларда катнашу теләге булган райондашларыбызга нинди киңәшләрегезне бирер идегез? Ну, в первую очередь, это не бояться, это гореть своей идеей, гореть тем, чтобы это было... Да, вы можете сделать свой проект без грантовой поддержки. Безусловно, когда мы придумываем что-то, у нас есть уже в голове мысль, что мы сможем это сделать. Но надо понимать, что с грантом это будет в 100 раз лучше. То, что вас заметят в республике, в России, то, что будут перенимать опыт у вас, и вы будете делать со своими проектами людей немножко счастливее. И хочется сказать спасибо не только детям, например, в моем проекте, которые помогают мне реализовать мой проект, но и нашей республике за такие гранты, потому что для меня, вот, например, большая честь выиграть в этом году уже 3-й грант от Министерства молодежи, еще и для физических лиц, потому что я понимаю, что в меня верят в моих детей. Ну, что сказать, любите свое дело, живите им, творите,
написать грант это очень просто надо взяться, попробовать и верить в себя и в своих людей, с которыми ты это делаешь. И вот этот грант, который вот в этом году я, опять же, повторяюсь, от Министерства молодежи для физических лиц выиграла, итоговые наши мероприятия, которые мы хотели бы сделать для района, это в декаду инвалидов. Мы хотели для детей с ограниченными возможностями устроить праздник с моими детьми, которые участвуют в моем проекте, сделать районный большой праздник, чтобы мои дети умели помогать другим и немножко тоже были счастливы от того, что они тоже приносят пользу в наш мир. Спасибо большое. Рахмет. Уңышлар сезгә Алга таба да. Спасибо большое.